Пока презентацию алып тұрғыла. Презентацию пока уберите. Сейчас. Все. Тартып тұр, өзің регулируй. Вечер провела, бүгін мындай тестовый режим болады. Как вам идея, жақты? Я. Дело в том, что многие сейчас подумают, что это нереально, да, вообще? Бирок, мен мындай айткандай, колубуздан келген жардам бере баштадым да, мен дагычы 2 ай болду да. Аны 2 айда кимге мындай бул жерде отурган балдардын кимге бир мындай малейший бир жардам бере алдым, айткылачы, станьте, ребята, ошо тур. Кому я смог помочь, а? Мындай маленький болсо дагычы. Я думаю, что если так продолжать всю жизнь, да, это канча деген адамдарга жакшылык кыласың, да. Здесь есть ребята, которые мен аларга жардам берген, например, Зульфия, сейчас, Зульфия, тұрсаң? Зульфияга, она посещала наши уроки, сейчас она уже другим помогает и помогла открыть уже береки бай бизнесте жардам беріп отыр уже чаты. Онлайн китеп магазинде ачып жардам беріп отыр башкаларга уже, школьниктерге. Элестип беле? Оказывается, это работает. Мындай жардам берип, бирөөгө маленький бир жардам берип койсокчу, бир сөз менен, бир көңүл менен жардам берип койсок, ал деген жигиттер өчүп койгулачы. Сөз менен бир какой-нибудь маленький действие менен жардам берсекчи, ал деген надо обязывать, оказывается. Сегодняшняя наша встреча, я говорю, она в финансовом плане бесплатна, но на самом деле она очень дорого стоит, да? Бияқта отурган жигиттериңер баары, все ребята здесь, которые вы сегодняшний тренингке пришли не бесплатно. То есть будем сегодня разговаривать о таких вещах, которые, может быть, вам помогут в жизни, какой-то маленькие шаги сделать, либо изменить вашу жизнь, да? Но вы будете обязаны, то есть кому-то чем-то помочь, то есть, да? Ошондой, да? То есть сегодняшняя наша встреча бесплатная. Я работаю уже канчадан бери аракет кылып жардам берип атам, колумдан келгенден жардам берип атам. Это все, так сказать, я хочу, чтобы это дальше продолжалось, да? Это вроде, смотришь этот фильм, да, на кино, «Заплати другому» на кино көргөнсүң, да? Ушу кино что? Вроде смотришь, это какая-то фантастика, но на самом деле, кажется, это работает. Первая встреча, да, нас собиралось 20 человек. Сейчас вторая встреча 40 человек. Третья встреча 60, четвертая 80, она 100, 120, азыр уже здесь почти 200 человек сидит. О что? Жалабатта, Кызылкияда, азыр, вот даже сам көрсөтүп койчу, мен баарын салам айтып койсун. Прямой эфирде бизди көрүп атышат да азырчы. Ал жердин баарына азыр в общем примерно где-то 300-400 адам чогулду, да? Элестеткиле? За 2 месяца, да? И это из-за того, что просто искренне мы хотим помочь, да? Ар бирөөсү искренне хочет помочь, да? И я вам сейчас начну, то есть коротко расскажу о себе и почему к этому я пришел, да? Может, кому-нибудь интересно болгон? Мне самому 27 лет, являюсь предпринимателем, несколько бизнесов, да, соучредитель, у нас есть семейный бизнес, вот ресторан Вавилон, да, что? Например, ушу ресторанның барын, ремонттың барын өзім жасағам. Ар бир сантиметрға чейин. Могу жерде канча сантиметр болот, бул жерде мынча канча болот, бул канча болот деп бүт барын подбор кылып өзүм барын жасагам да, чуркап жүрүпчү. И я сюда вкладывал душу, да? Вот каждое время душу анандай сүйүп жасагам да. И, наверное, это заметно, да? То, что здесь ошондой, да? И когда как, например, если вы хотите что-то, какой-то, чтобы ваша работа работала, или силердин бир детище иштеш үчүн, надо вкладывать любовь и душу, оказывается. И в каждую деталь, то есть, жана айткандай, ваш бизнес или ваше дело, это как детище болуш керек экен да? Ал менен сүйүп, багып, өзүн жана бизнес болсо дагы ар бир нерсени там убагында суу берип, тамак берип, багып, туалетке апарып, ар бирөөсү ушундай кылып туруш керек экен да? И, например, как к этому я пришел, чтобы помогать ребятам. Я раньше бизнесте 5 класстан баштагам. Көбүнчөлөр, кто посещал мои до этого семинары? Колуңар көтөрүп койгучу. 30% всего, да? 30%. Остальные уже башкадан келиптир. Анда бир айтып баштайын. 5 класстан баштагам. Как это, с чего началось? Это так интересный бир фактор болду. Я учился в гимназии и перешел эмеге. Средний школага өтүп атпайм ба? И андан кийин көчүп барсам,
там система атаман деген бар екен, там значит, ребята друг друга били, оказывается. А гимназияда андай жоқ болчу. Анан келсем, мен өзім бойым кичинекей. Мен учился 2 года старше балдармен окуйм. Анан келди, алар менен начал, то есть школага келсем, они начали, короче, придираться, бирөө тээп кетет, бирөө келип уруп кетет. Анан колунан келбейт. Потом на тренировке начал ходить дзюдого. И после этого занимайся этим. 2-3 айдан кейін на чемпионат Кыргызстана вышел. Ал жерде призовое местоны алдым. Аяқтан келіп, андан кейін начал обратно школаға келдім да, қайра қиын болыпчу, думаю, сейчас азыр барын тепкілеймін деп. Келіп эле қайра сауыштан отуруп қалам. Андан кейін стал предпоследним атаманом. И потом подумал, у меня возник стресс. Оказывается, нам в жизни дается стресс не просто так. Арбир стресс дается для того, чтобы сделать анализ нашей жизни и обратно, то есть подъем должен быть, да? Жизнь состоит из того, что постоянно подъем и падение, то есть вверх, вниз, это всегда так будет, да? Если я сейчас тему начну это рассказывать, это тоже интересная тема, но чуть-чуть попозже. И ушел момент тангин, я начал думать, вот у меня минус то, что я маленький, а то, что я не могу с ними драться, что я буду делать, да? И ушел момент, я продумал, думаю, что мне делать, так? И я начал спрашивать, ну, Худай деген адлету, да, он справедливый, значит, если есть у меня какой-то минус, значит, есть какой-то плюс. И чаще всего вот этот наш минус, то наши знакомые, друзья, близкие, родные всегда этот минус дают, нас всегда гасят, да? Там, қолынан келбейт, сен мындайсың, сен тупойсың, башың иштебейт, мындайсың, да, ушинтип урушат, ты это не сможешь делать, ты провалишься, да, вот так ругают постоянно. И ломают нас. Но оказывается, в этот момент у нас тоже самое есть плюс, да? И я подумал, какой же у меня есть плюс, да? И тогда я подумал, у меня же голова работает. И если я начну заниматься бизнесом, то я могу нанять несколько телохранителей, которые спокойно барын жайлап коет, да? И ошондой моментте велосипедтерин ремонт кылып сатып баштадым, да? Потом расскажу, это коротко. Потом бир убакыттан кийин учился в Китае. До этого у меня еще был фото бизнес, моментальный фото, сурет тартып сатып жүрдүк. Анан кийин деген аквариуммен занимался. Потом уехал в Китай. В Китае я учился 5 лет. Ал жерде кыргыздардын диаспорасынын президенти болдум. Кыргыздарга жардам берип, аларга, так сказать, там кто-то звонит, там, у меня такая-то проблема, аларга барып жардам берип, или там звонит, бизди бир балдарга сабап кет десем, мен балдар менен чогулуп барчумун ушундайчы, потому что кто за них заступится? Никто не заступался. То есть не было никакой инициативы, никто этого не делал. Байкуш бир балдарды бирөөлөр сабап кетсе, они не могли отпор дать, посольство келбейт, да? Потом звонит, Уламбайке келип кеткенчи, потом машина айдалып, барып жардам бермей, да, короче, ушундай, да? Звонит, мне паспортун жоготуп десе, аларга кайра жардам бермей, ушундай, да? Потом работал упаковщиком компании Alibaba, Taobao'нун русская версиясы болчу, там был упаковщиком. На тот момент я бизнес Бишкекте зарабатывал $1500 в месяц где-то. Это был мой, то есть пассивный бизнес. Я здесь не участвовал, это был постоянно келип от фотографии. Но я ребятам говорю, чтобы какой-то бизнес начать, надо начинать с первого этажа, да? Многие пишут там, я хочу инвестиции найти, я хочу деньги найти, там, бизнес начать, бизнес-план начинают отправлять. Мне часто отправляют бизнес-планы, но эти ребята не знают то, что они хотят сразу на 10 этаж прыгнуть, да? Он этажга, но не допрыгнешь никак. Если даже тебя на лифте туда поднимут, я не знаю, кто-то инвестициямен барып сени көтөрүп койсо дагы, ал жерде 10 этаждын бостору чыкканда, то есть если это игра какая-то, да, 10-й левелге подниметесь, там появятся такие злодеи, которых проблемы, или злодеи, боссы, которым вы будете не способны с ними драться, да? А путь проходить надо с подвала, 1-й этаж, 2-й этаж, 3-й этаж. Во время этого прохождения пути вы будете набираться, так сказать, доспехи, оружие, опыт, навыки. И это все будет идти к тому, что на 10-й этаж, когда вы подниметесь, вам это будет легко. И это гарантия того, что вы не обанкротитесь, большая, намного больше, что вы не обанкротитесь. То, что у вас работа жакшы жүрүп кетиш үчүн, там уже 90% гарантии будет, да? Что вы банкрот болбойсуңар. Но если вы берете чьи-то деньги и начинаете сразу делать бизнес, который 10 уровня, то гарантия то, что вы можете обанкротиться 90%, да? 10% то, что выживете, это остается өзүңөрдүн менен калат. Но можно, там сказать, найти партнеров, друзей, которые уже на 10 уровне, да, то есть алардын артынан жашынып, астыга берип, өзүң мындай артынан жашынып, кичинекей бычагы менен сабап турсак болот, да. Но кто возьмет в этот на 10 уровень такой партнер, это уже остается вопросом, да.
ким силерде ошондой уровенде адам силерди алып алат жаныңарга партнер катары, да. Это тоже, видите? Он может взять, давай, менин жанымдан помощник бол. Научись у меня, деп коюш мүмкүн. Но как полноценный партнер все равно не возьмет, да? Поэтому нам нужно прокачиваться с подвала, да? Это как, если я сейчас объясню, жизнь как игра деп айтып атабыз. Жизнь это игра деп коет го. На самом деле жизнь, на самом деле это игра, да? Түшүнүлөчү? Бул жерде мындай, да? Многие, наверное, балдар угуп калган, но я сейчас заново это расскажу, это очень интересный фактор. У меня есть друзья, которые занимаются разработкой компьютерных игр. И когда при разработке игр почти большая часть суммы денег уходит на не на, скажем, графику, не на маркетинг, а на что-то другое. На что вы думаете? Недовольно. Основной игранын эмеси акчасы психология кеткен, на психологов. То есть они создают в игре идентичность этого мира, и в этой в игре они должны это отразить. И поэтому хорошие игры, люди могут играть в эти игры и не даже ойынга кирип кетет, и бул ошо унутуп калат, да. Лишь бы покушать и все, там сидят. Говорят, вообще игра мама болуп кетти деп коет го. Оказывается, мы живем гормонами. У нас есть гормоны. Гормон счастья, гормон там, кортизол, гормон стресса. И арбир гормондор дается нам в этой жизни берилет, да. Жашоң скучно болуп кеткенде, когда мы перестаем эти гормоны получать, вот тогда мы думаем, что мне нужно, деп. А может мне нужно там, не знаю, погулять, а может мне нужно там в клубы пойти, а может мне нужно там, я не знаю, выиграть и поиграть. Наркотикилерге ошоко кирип кетет, потому что в этих местах даются эти гормоны, да. Это как, например, я вам расскажу. Например, когда начинается игра, ойын создавать эткенде, они создаются так, оказывается. Игра начинается легко, вводная часть легко начинается, потом идет подъем. Это как в фильмах. Фильмы тоже создаются по этим технологиям. Например, башня гипотет, там идет, скажем, парень по своей жизни живет, девушка своей жизни живет. И бир моментте келгенде они знакомятся. С этого момента вводная часть заканчивается, идет подъем. Дается гормон счастья. Гормон счастья берешь баштаганда, они начинают дружить, общаться, знакомиться, только о, любовь, морковь положтады. Раз, поднимается, смотрят уже карусельдерди, индийский кино, уже бегает туда-сюда, ары бери уже чуркотчат по полям, например, да? Аябай сүйүп күйүп. Сон болуп келип туруп, и когда пикке жеткенде, когда надо, обязательно это будет. В нашей жизни всегда это будет. И в отношениях, в бизнесе, в делах, везде, да, это будет. И когда вот графиктен пикке жеткенде, обязательно падение, вот, стресс. Нам нужно в любом случае создать стресс. И сценарий нашей жизни дается по-любому стресс перед, да? Без этого наше постоянный подъем счастья будет неинтересное. Эта жизнь вас даже постоянно сон болуп кеткенде жашооңор кызыксыз болуп кетет, да? Вас уже не будет вот этот, скажем, гормон теппей калат, да? Только теппей калат деп коет. И ваша жизнь станет скучной, даже если у вас все хорошо. В ошол моментте вам нужно дать стресс. И ошол моментте парень, девушка гуляет, тода, о, любовь, там вообще жыргап, каруселдерди, парктарда, монт, айланып, сүйүп, бири-бирин айланышат го. Ошентип айланып башташат, и бир моментте проблема. Какой-то злодей должен появиться. Это разные сценарии там делают. У кого-то какая-то там болезнь у кого-то. Говорит, блин, Жан, я не могу с тобой быть, там у меня проблема. И там мы не можем быть вместе, я умираю, я не хочу, чтобы тебе было больно, да что это? И создается проблема. Либо, например, как появляется Ханин или Ханятасы, Кыргызстан киносында, Өзбектер киносында, что это? Там, нет, мы против ваших отношений. Нет, я не могу, да, так ушел, что создается какая-то проблема, стресс должен падать вниз. Человек начинает страдать. Что мне делать, как это исправлять, и мне должно. А на бир моменте, если человек, скажем, вот эту игру, скажем, этот фильм, как с кинотеатра, то есть этот спектакль, вы идете, но вы в этом фильме останетесь в стрессе, да? Но если вы эту игру дальше продолжите, или дальше будете этот фильм смотреть, то обязательно обратно подъем пойдет. И в любой момент тенгин, читап кетип калсаңар кинодон, да, не сдаваться экен, да. Если ошол жерден чыгып кетсеңер, все с фильма уйдете и думаете, блин, уже стрессте, и будете на улице ходить, и в постоянном стрессе будете. Думаете, блин, болбогон кино экен, вообще болбогон нерсе экен деп коесуңар, да. А надо подождать чуть-чуть, да. Если вы подождали бы чуть-чуть, там уже этот вопрос решился бы, да. Смотрят, там лекарство от этой болезни появилось, о, классно, и в момент обратно там, шук, пойдем готов что.
Око хайр, любовь, сон, жиргап жүріп, потом обратно какой-то проблема создается, понимаете? Это наша жизнь такая, оказывается. И вот этот вверх-вниз скачок-то создается в играх. Ойында, например, делается так, скажем. Человек играет, скажем, в военную игру. Оружие менен кетіп бартат, рядом с ним напарники. Игра такая. Ты идешь, начинаешь стреляться со всеми, напарники тебе начинают помогать. Толтыр армиялар берет, отшотасың, бір кезден кейін по сценарию заложено, что твои напарники должны умереть. Должны умереть. И в этот момент ты начинаешь, у тебя стресс появляется. Ты начинаешь отстреливаться, у тебя жизнь падает, ты там за камень артын жашын, отшасың. Трудно, вот когда. Если на тот момент мы берем вот так просто, выключаем компьютер и говорим, блин, все, не хочу играть. Десек, все, игра окончена. Game over, твой game over в этой игре. Но делать такое, что мы можем начать другую игру, да? Но другая игра то же самое будет. Вверх-вниз будет, вверх-вниз кетет, да? В любом случае. Мы можем эту игру остановить. Но в любом случае, вот этот график менен мы будем жить, да? И если на тот момент он не сдастся, скажет, и будет дальше воевать, и по сценарию будет заложено обязательно так, что придет подкрепление, помощь. Вот Герет Чухап Келгеннен там всех врагов будет убивать, и тут, вы выиграли, вы прошли там на 10 уровень, молодцы, да, там медаль берешь, да? И тут такой, значимость какой-то, счастье, да? И думаешь, как было трудно, и как я этого достиг, и этот кайф, вот этот самый кайф, вот в этом и зависит, да? И за что любой, например, вы если смотрите жизнь как игру, или, например, предпринимательство, это определенная игра, университет определенная игра, любые отношения определенная игра, отношения с вашим родителем игра. И каждый по своей волне идет, да? То есть вверх-вниз. Где-то мы можем падать, где-то мы можем идти вверх. В делах можем вверх идти, в отношениях падать. Либо в делах вверх, отношения, то есть вниз. То есть арганда болорит, да? В этом моменте мы должны, то есть это наши по сценарию заложено. Раньше, например, я расскажу одну вещь, что я я не всегда такой был. Выступать перед вами для меня это было просто, это было для меня фантастикой. Я не думал, что я вот так и буду делать, но я думал, когда это будет, качан болот мен билбейм. Я должен это сделать, менде бар болчу, но на тот момент я просто боялся говорить тосты, да? Когда гости собирались, он чакта адам чогулуп, и когда говорили там тост айтып келатканда, очередь мага келатканда, я так технично вставал, думаю, раз, и все, меня нету, да? Даже если говорит, улан, сен тост айтпай калдың, келчи десе, анан кайра стаканды көтөрүп, бактылуу болгонго деп койчу да, желаю счастья, да? И я так еще отрабатывал, чаха кетип калып, случайно сейчас меня позовут, что я скажу, деп. И потом не мог это выговорить. Потом я начал ходить на ораторские искусства. На самом деле мне дали инструменты, но мне это не помогло. На самом деле. Может быть, инструмент беру, но я этим не пользуюсь сейчас. То есть. Но когда я начал как это начал вообще к этому пришел, тогда, когда я начал ребятам, он чақты 30-20 балага, каждую неделю просто жардам берип, сабак берип баштагандан башталып кетти да. И потихоньку сказать, мындай, биринчи уровеньден баштап кеттим да. 10 балага берип, бир убакта 20 адам бир жака чыгып баштады. И бир моментте я помню свой момент, когда меня позвали на семинар, который были одни предприниматели, бизнесмены, и меня позвали как эксперт. Я думаю, блин, мне деп айтам, мне деп сүйлөйм деп. И мы поднялись в офис, и я сижу, напротив меня 50 человек сидят. Мен ушунчалык тердеп, ушунчалык колум калтырап, я уже трясусь. И ошол жерден я так хотел сбежать оттуда, да? Я думаю, сейчас технично туалетке акырын чыгып, анан кетип калам дедим да. Я думаю, сейчас возьму и эту игру закончу, гейм овер сделаю, короче. Думаю, азыр технично надо свалить отсюда. Но на тот момент я вспомнил слова своего друга, думаю, жизнь это игра. И по-своему, по сценарию, я здесь должен находиться и получать этот стресс. Если я не получу этот стресс, то я не поднимусь на следующий уровень. То есть, возможно, это был окончание второго уровня моей игры, я должен был встретиться со своим боссом. То есть не со своим боссом, а боссом этого уровня. Я должен был замочить его, да? И сижу и вижу этого босса, и мне страшно, короче, я думаю, все, сбежать, и хочу кетейин дедим. И уже потом думал, улан, это же игра. Я говорю, все эти люди,
по-своему живут своей жизнью, каждый играет свою игру, но все они собрались для того, чтобы я прошел на какой-то уровень, и они прошли на каком-то уровне. То есть они получают, они идут по своему развитию, то есть өзінің уровень жашосына по графику идут. Я по-своему. Например, игра PUBG білесіңдер, или World, там, Tanks, World, там, PUBG ойнайсыңдар. И PUBG ойнағанда тұра мындай да. Постоянно ұтылар бейсіңдер тұра. Ким топ-1 болды, қол көтеріледі, топ-1 болғандардан. Я PUBG не играете, что ли? Мало, что ли, ребят? Короче, там такое дело, то что это игра, где создается мир. В этом мире, это идентично нашему миру, например, да? И в этом мире все играют свою игру. Как сейчас мы играем свою игру. Каждый в своей игре. Здесь каждый играет свою игру. Арбы өзінің ойынын занятазда. Я играю игру в роли, там, скажем, оратора или выступаю перед вами. Каждый играет в свою игру. И в этой игре, например, PUBG или World, Tanks или World, такое дело, то что, когда определенно создается сценарий игры, там дается так, что в один момент ты должен проиграть, в один момент ты должен выиграть. И не бывает так, что ты постоянно проигрываешь. По-любому тебе дают несколько раз выиграть, несколько раз проиграть. И когда создается игра, определенный раунд, там, если тебе надо проиграть, они берут твоих соперников отбор, начинают делать, отбор дают тебе сильных. И ты по-любому проиграешь. Хоть ушунча профессионально не утласың. И в игре, кажется, жашода да ошондой экен, играда да ошондой экен. В игре делается так, что ты должен 5 раз умереть, короче, в этой игре. То есть, как ты профессионально не играешь, как ты профессионально с ним не стреляйся, ты по-любому проиграешь 5 раз. Заложено по программе. Если ты 5 раз не сдашься, на 6-й раз у тебя короче, вверх пойдет график. И обратно ты ловишь волну, короче. Кеттің, да, короче. Волнан кетіп баратқаннан кейін, анан кейін уже келешекте жақында это пройдет, надо ловить волну, обратно жақында стресс будет, надо готовиться, деп уже духты набирать етесіңдер, да? И ошондо, когда жизнь вы как игру восприняете, это вообще легко получается, да? Оңой болып кетет, да, жашаңарчы. Там бір какой-то стресс келсе, мен болды, мен вообще, мен такой черт, урод, я вообще қолымнан келбейді, мен ештеңе жасай албаймын. Үйдөлер көрсеңдер, ей, қолымнан келбеген читачы нең, жасаватшы дейді да. Зачем аны қинап отырсың, ал біздікі емес, например. Ал бізде анда жоқ, бизнесмен балдар бізде жоқ болчу, туған өмірүздө жоқ болчу дейді. Анан кейін қайра келіп жұмысқа келесің, все, думаешь, да, это не мое, мне надо там на кого-то работать, просто сидеть там, не знаю, ертеден кечке чейин какую-то работу выполнять на работе, которую я не люблю. И жөнеле жүрүш керек, да? Ошондой экен, да? Но если мы не сдадимся, 5 раз мы проиграем, на 6-й раз мы выиграем, все, мы поймали волну, мы идем, да? То есть уже все, мы сейчас идем вверх. И этот график по-любому в нашей жизни будет. Университетте в отношениях бывает, в бизнесе бывает, в жизни, отношениях своих родителей даже бывает. Сон может быть стресс, сон может быть стресс. По-любому же, да? И каждый раз мы просто на левел выше. Если на тот момент я просто сбежал бы на аудиториядан, и люди турган, качайын деген, я на тот момент осознал, блин, ладно, это же все игра. Каждый здесь пришел для того, чтобы послушать меня, дальше, эти все для того, чтобы я, короче, поднялся на уровень. Но в то же самое время каждый пришел так, что они идет, либо у них рост идет сейчас. Сейчас у вас, например, здесь идет у кого-то рост, у кого-то стресс, падение идет, да? И бүгінгі собрание, наверное, возможно, даст многим ребятам толчок, движение дальше, да, чтобы развиваться вверх. И бүгінгі собрание был жөндөн болгон жок. По сценарию было заложено так, что мы должны были сегодня собраться здесь. Ошондой. И поэтому сегодня, если вы, скажем, ничего сегодняшнего занятия, ничего с собой не возьмете, ничего не научитесь, просто потеряете время, значит вы идете вниз. Если вы что-то сегодня научитесь и примените это в своей жизни, значит вы идете вверх. Например, наша сегодняшняя вообще организация, балдардың клубтар чоңойып кетти. Клуб деген нерсе жок болчу. Мен жөн эле мында 10 жакты бала чогулуп эле сабак берип баштагам да. Анан кийин карасак эле, уламайка объединение кылбайсыңарбы, уламайка мындай собрание, как это называется, что это деле. Мен аны өзүм деле билбейм. Бул эмне деген организация, что это деп. И потом думаю, а как это бесплатно десем? Ну да, бесплатно, я просто хочу помочь, что лечи. А потом я начал обязывать людей, которые приходят, и говорю, и мне начали говорить, бесплатно не давайте, да это? Бесплатно нельзя, да это? Я говорю, а почему? Бесплатно берсең,
взаимообмен болбогондо, оказывается, это не ценится, и это, так сказать, ну это что, бесплатно, мне оптур деп коет да. Но сегодняшняя наша встреча, это не бесплатно, да айтып коеюн. Азыр деген воротаны жабабыз, 5000 сомдон чогултабыз, кымбат, аябай кымбат. Потом я расскажу, 5000 сомдун ордуна эмне жасайсыңар, ана в конце урока я расскажу, запомните. Анын ордуна бирдеме жасайсыңар. Это потом запомните, что качып кетме жок. Азыр эрте кетип аткан балдар болсо, бияктан азыр Бекжан турат, өзү акча чогултат. И андан кийин мындай. Почему я к этому пришел, я расскажу одну историю. Вот был на такой момент, когда мне было 25 лет. Я, когда был студентом, до 25 лет, я это расскажу. Скорая помощь келет. Милиция, скорая помощь келет. Мындай болду да. Студент болуп жүргөндө Секреттен кино көргөм да. Ким көрдү эле Секретти? Наши ученики остальные еще не видели. Мындай болуп калды да, что я посмотрел этот фильм, ал жерде рассказывается то, что все наши мысли материальные, конечно. Мысль это есть уже какая-то материя, есть уже какая-то энергия. Раз она появилась, она реальная, и для того, чтобы она реализовалась, это надо будет несколько действий сделать. То есть начать действие. Мысль пайда болду, это уже материя, да? Если мы о чем-то думаем, даже о плохом думаем или о хорошем, это уже надо контролировать свои мысли, думаю, где-то жаман нерсе ойлоп койсоң, бирок тоосоң, билмей ошо келип болуп калат да. Или например, бывает, во сне, да? Вы же во сне уктап жатканда, вроде сон болуп атат, и бир моментте думаешь, блин, не дай бог сейчас какой-то монстр появится, дейт да. Ошол моментте сразу монстр появляется, за тобой начинает гнаться, да? И вроде думаешь, блин, не дай бог, пусть не появится, десең, но он появляется, даже если ты говоришь, пусть не появится, да? Это появляется, и ты на монстр за тобой начинает охотиться, ты начинаешь убегать от него, да? И ошон үчүн, оказывается, даже наши мысли надо контролировать. И наши мысли, оказываются, материальные, да? И этот момент, когда вот фильм посмотрел, я сел, сделал себе доску желаний, там сделал себе студентмен, анда көп акчам жок, эчтеке мындай жок, и сделал для себя фантастику, да, нарисовал. А я думаю, Rolls-Royce, фантастика, когда это будет у меня? Ну, я думаю, это реально когда-то будет, но я верил, что это будет, но я не думал, когда это будет, да, в чем да? Будет, я уверен, что это будет, так, мындай койдум, яхты поставил, короче. Тогда мне было 20 лет, 19-20 лет. Думаю, она поставила Геленваген, который $100 000 стоит. Думаю, это моя мечта. Я для того, чтобы купил Геленваген, я мындай кылдым да, больше визуализация кылам деп, я пошел базарга барып, купил, короче, машинку Геленваген, үйгө алып келип, өзүмдүн рабочий столума коюп койдум и думаю, блин, вот этот я возьму, деп. Я это возьму деп, өзүм айдап эми элестетке чоң 20 жашта балам, эч кимге айткан эмесмин, жаңы эстеп кетпедимби? Кичинекей балдардай болчу. Ошо Геленвагенди мынтип, монтип айдапчы. Мындай кылып, еще на пульте был. На пульте был, я забыл. На пульте был, мында колуман айдадым, аны на кровать лягу, и мында айдайм да. Туда, мында айдатып, мында. По квартире хожу, ары бери айдап жүрөм да, мынтип эле айдатып элечи. Андан кийин элестеткиле, случилось так, что 22 года я уже занимался строительством. Я сейчас просто обратно жанагындай цикл моего действия айтып баштасам көпкө созулуп кетет. Ошон үчүн мындай, я просто коротко айтып кетип атам. И кто-то здесь был, ошон үчүн мындай окшош айтып бербейин деп атам да. И как это, к чему я прошел, как это пришел, я потом могу, то есть на следующих уроках или өзгө лично деле сөйлөшүп койсок болот да. И помню, я ошо квартиралар айдап жүрдүм. Андан кийин келдим, приехал я в Кыргызстан. У меня была там компания, интернет-магазин. Я в Азербайджан, Казахстан, Россию товар отправлял. Потом сайт я продал казахам за хорошую сумму. Приехал и начал заниматься риэлторством. Квартираны алып сатып баштадым. Почему здесь я некоторым ребятам говорю, квартирами продажа риэлтор болгон деп кимге айттым? Биякта балдар барбы? Сардарга. Да, он и ребятам говорил. Недавно бир жигитке айттым да, Уланбакем, я не знаю, что мне делать. Я говорю, а что ты любишь делать? Я говорю, я люблю продавать. Я говорю, тогда устройся на риэлторскую компанию десем. И он устроился в риэлторскую компанию, и мне недавно звонит, говорит, Уланбакем, вообще, я так счастлив. Я говорю, что случилось? Он говорит, Уланбакем, я продал квартиру, говорит, я $2000 заработал, это мои огромные деньги для меня, вот бешенство, понимаете?
И очень счастлив, говорит. А вот туда он просто устроился, он работал там, не знаю, bir жұма, 2 жұма иштеді окшойт. Анан кейін аябай таң қалды да. Я говорю, Уламбеке, это оказывается возможно, говорит, это да, не бывает, это оказывается, что-то мы думаем, что это нереальные вещи, да, но это возможно, да, и вот этот у него, короче, как-то в голове вот эта вещь, ключик открылся, да. Еще сейчас он уже, сейчас дальше работает, Азер, и уже готовится к тому, чтобы свою компанию открыть, да, что в момент. И как пришел к тому, что я это вообще начал помогать тегенам, это вот 22 года наступил кризис, и я поехал в Москву, рубль чукетти, хотел машину купить, Land Cruiser, Lexus какой-то, хотел джип купить. Она барсам, тут торговый центр, тут Toyota центр, Lexus центр объездил, бирда машина жоқ, все распродалось, представляете? Потом весь день ходил уже шаршагандан, бир Toyota центра гитсек, сказали там, у нас машин нету, но зайдите там, эмега. Вот здесь есть компьютер, сядьте, найдите какую-то машину там, ну, можете в интернете поискать, найти машину. Я зашел, сел, ищу, и бир машина чипхалпа, Геленваген выходит, короче. И смотрю, вообще классно, вообще там прям душу в него вложили, да. Он был сам 2004-2003 года, он его переделали по 2014 год тогда, да. Что он здесь тур, вообще классный. Но такие Геленваген бешейки 75 тысяч стоили. Анан барып жолугуптум сөйлөшсөм, татар бала экен, аябай жакшы бала экен. Экөө сүйлөшмөй калсак, говорит, ладно, да мен сага 28 миңге берем деп атпай. Рубль чуп кетти. Я у него покупаю, приезжаю, растамаживаю. И приехал, ездил на белом Геленвагене, самый крутой, 22 года, короче. Приезжал, он 75 тысяч долларов стоит. И так получилось, что я его поездил, продал, потом за 55 тысяч долларов или 5 долларов сатывал, посередине заработал. Потом в момент захожу, один раз у меня в Одноклассниках были, вот доска желаний Одноклассники, да, бар болчу, да, электронное видео. Захожу туда, смотрю, оказывается, там у меня белый Геленваген есть в доске желания, да. И это, оказывается, сбылось. И потом я помню, что всегда я хотел Геленваген, машинка, айдап жүргөндө дагы, вот я хотел, это я добился, это получилось. Я просто вам говорю то, что у меня прошло, да, фантастика айткан жокмун. Просто болгон нерсени айтып атам, что это реально экен, это, оказывается, реально. Потом у меня была яхта была, я купил себе за 50 тысяч долларов яхту. Потом у меня была, то есть 50 тысяч долларов турган яхтаны мен арзан алдым. У меня был участок на эсікіл, ошоны алмаштырып, чабыштырып, ишигил арзан алып калдым. Ага Жанышпакиевди айдаптыр, аны Аскар Акаевди айдаптыр, ошону яхтадачы. Мен бир министрдин яхтасы болчу, давно лежал. Анан 25 лет я поехал с другом Шукурбеком. Шукурбек менен жакшы, он сегодня тоже выступит. С другом Шукурбеком в Москву поехал. Мы Шукурбектин жумуштары менен барганбыз, жөн эле погулять этип келели. Анан кийин жөн эле убакыт болгондон кийин думаю, что делать? Пошли там автосалонга машину посмотрим, погуляем депчи. Барып эле бир машинаны барып издеп барып калсак эле, Rolls-Royce чыкты. Ой, вообще классно, да? О, это же моя мечта, деп күйдүм да. Говорю, все, беру. Бишекке чалдым, говорю, отправляйте все деньги, я покупаю деп. Анан бир миллиардерби, иши билем, өзүндө бир дагы бир 2-3 Rolls-Royce'тор бар экен, иши машиналар толтура экен. Анан кийин аны деген бишекке алып келдим. Езжу на нем, вот, вообще номер 1, короче, дерзкий, короче, 25 лет, Rolls-Royce Кыргызстанга эчким алып келген эмес, я такой дерзкий, крутой, короче, езжу по городу. На тот момент у меня было 4-5 машин, у меня было AMG 6.3, Rolls-Royce, Крузак, Land Cruiser болчу, яхтар болчу, несколько квартиралар бар болчу. Еду по площади, гетпартам, и бир моментте, короче, был какой-то праздник, и все люди там машут, или сетка, вообще, мындай, суперзвезда, короче. Представляете, да? Молодой, короче, дерзкий, да? Адан кейін деген, машут все люди, едут, и бир моментте меня, короче, вот так вот взяло, на сердце очень сильная грусть келип калды. Я думаю, тур, я говорю, и что, и все, что ли? Бүттүбү? Мен 4-5 машинам бар, бизнес бар, например, жумуштар деле бар, жашоо ушундай. Я говорю, и мне, дальше куда? Что? Мне кылыш керекмин дальше? Что я должен делать дальше? И что, разница только в количестве Rolls-Royce'ов, количестве яхты, и количестве размерах твоих яхт и количестве твоих домов? Ну, смысл этой жизни вообще? Бул дүйнөнүн смыслы эмне? Зачем? Я говорю, бизди алдаптыр дедим, да? Реально нас обманули. То, что нас постоянно показывают в этих телевизорах, постоянно эти ролики крутят, и постоянно люди погонят за этими деньгами, это обман полнейший, оказывается.
Смысл жизни, богатство, смысл жизни, то есть материально быть миллионером не ставьте никогда. Это, оказывается, никогда не приносит счастья. Бақтылуу болбойт экенсиңер. Ешқандай эметпептирсиңер. Мендики жанагындай миллиард акчам болгон эмес. Бирок я смог прочувствовать, да, это какой-то мындай. Думаю, о, самая крутая, роскошная машина в мире. Вот эта машина, говорю, и чё? Мне вот тур. Я на нем несколько дней поездил, и дома в гараже стоял, өзім деген. Берки теги, өзіме так кичирек bir машина алып, и тут на камере лучше, да, ездить, да? Серьезно? Неудобная машина, узун машина. Анан кейін думаю, надо прочувствовать, короче. Думаю, что-то не то, давай я тогда еще водителя возьму, короче. Думаю, о, водительді алдым. Белый перчаткалар кигизип элестеттим, короче, аристократтар, мен деген мындай, я хотел просто прочувствовать это, да? Вот. Водитель алдым, фуражканы кигиздим, костюмшымды алып бердим, элестеттим. Өзүм деген водитель, я позвонил, он хочет на Rolls-Royce приезжать. Я просто хотел прочувствовать это, реально. Не из-за того, что я прям мечтал об этом, но я хотел само это прочувствовать. Водитель, короче, приезжает, үйгө келет, мен эшикке чыгам, он мне дверь открывает, я такой, короче, сажусь, фуражкасы менен, белые перчатки отуруп, шеф, куда, дейт, да, короче, я такой, говорю, короче, сейчас заберем моих родителей, повезем, короче, в ресторан, я хотел просто родителей так, да, эметип коеюн деп, поехал, родителей из дома забрал, говорю, ата, мама чыкла, силерди келдим, анан кийин, ну, они так там, даже об этом, да, көп деле эметкен жок да, жыргаган жок да, мен эмнеге? Эмнеге жыргаган жок? А с ними час-два сидишь, 2 часа с ними вот так побеседуешь, вот так, да, по-душевно пообщаешься, они вот так больше, да, радуются от этого, оказывается. А Rolls-Royce автобустан говорит, ну, покатал, ага, покатал, и жакшы экен деди, да, мындайчы. А вот с ними просто посидеть, побеседовать, душевно, мындай пообщаться, для них это больше кайфа приносит, оказывается, я думаю, ошондой болмок беле. И в тот момент я начал осознавать, думаю, когда я купил яхту, биз деген Шукурбек экөөбүз деген ремонт кылып жүрдүк, анан көлгө апардым, көлдө деген 1 күн тептим, 2 дня. Один день мы, короче, настраивали, второй день я на нем катался, там у меня была, короче, музыка, была сирена. Ага, анда мында жылоо. Ладно, не перебивайте. Анан мындай болуп атпайбы? Видишь, перебил сейчас. С чего я? Яхта, да. Яхтаны алдым. На следующий день на нем выезжаю, думаю, сейчас Карвен 4 сезона барам дедим. Анан кийин ал жерге мне была там музыка, колонки поставил, короче. Анан кийин Карвен 4 сезонда 1 саат токтоттум да, анан кийин музыканы койдум да, жаттым. Там кишилер, о дедим, анан кийин. Анан кийин ошентип 1 күн катайттым, 1 день катался. Привез, поставил, уехал в Бишкек. Весь сезон он там чирип жатты. Потом я вот туда, конец сезона было, я его привез в сарай, то есть склад койдум, Шукурбектин складына койдум. 3 жыл ошол жакта чирип жатты да, ошо жактачы. И недавно мы были в яхт-клубе, ким бизнесменмен ким барды? Балдар кол көтөрүп калачы. Бизнесмен барган, там были яхты за миллионы долларов. Чолпонате. Я спрашиваю, а сколько раз в году они катаются? Ну, 1 жылда 2 жол катаются. В году, летом приезжает 2 раза катается, яхта стоит $1 миллион. Я говорю, а какой смысл им десем? Говорит, тот начальник ошо круизный мен, говорит, ладно, я не знаю, какой смысл, но вот так вот, говорит, в год приезжает, 2 дня катаются, и все, говорит. И ошондой экен да, это, оказывается, полнейший бред, и понт экен да, вообще, эчкандай. Легче, оказывается, потом я понял, когда я продал свою яхту, понял, оказывается, что просто надо, кого-то хочешь удивить или мetse, барып эле арендага сүйлөшүп эле, 1 саатка там досторун, конокторун келип калса, бир жака выезжать, покататься, приехать обратно, и все. Аренда алган намного выгоднее экен. Я же говорю, аренда жакшы экен десем, да, говорит, ты вот умный, оказывается, дейт. Вот надо, оказывается, так делать. Вот у меня был знакомый байкешка, анын досу, у него был личный самолет, частный самолет бар экен, Турцияда, он миллионер экен да, миллионер экен, частный самолет бар экен. И говорит, он алда сурап турду, частный самолет кандай экен, эмне экен десе, он говорит, был такой момент, говорит, вообще частный самолет болбогон тема экен деди да, карачы. Я говорю, эмнеге десем, он говорит, был такой момент, что я министр экономики Турцияны алып, ошол турк, должны были в Иран полететь и какие-то договора заключить.
и хотели вылететь, деді. И как раз ошол жерде самолеттің ішінде одна маленькая лампочка, когда дверь закрывается, зеленый, красный болып күйеді екен, когда закрыто там зеленый или открытый красный, я не знаю как. И вот эта лампочкасы перегорела, оказывается. И из-за этой лампочки им запретили вылет, и алар самсылап қайра рейсмен самолетмен Азербайджанға көчүп, Азербайджандан қайра Иранға көчүп келип турду. И ошол моментте аябай жини келиптир. Эмне ушундай болсо да как это вообще болбогон тема экен, обслуживаниеси кымбат экен деп. Ошондой болуп калат. И когда вот на Rolls-Royce ездил, я говорю, блин, алдаптыр, нас обманули, полнейший это фальшь. Фальшь этого мира, чтобы сделать нас рабами экен, да? Вы это осознаете, просто это мындай өзүңөр түшүнүп алсаңар, жашооңор намного легче, меньше стресса, жашооңор мындай кайфыраак и более полезный болот экен, да? И я, короче, ошол моментте думаю, и когда вот на Rolls-Royce менен жүргөндөн кийин ошонткенде потом бир стресске түштүм, очень сильный стресс попал. Почти 1-2 ай эчтеке кылым келген жок да. Я думаю, нас обманули, да? Реально это обман. Стресста жаттым, думаю, что делать? Что делать? Что мне делать вообще в этой жизни? Бул дүйнөнүн эмнеси жыргал же эмне кылыш керек десем, ошол моментте я открыл Google. Сами потом тоже откройте Google. Зайдете, напишите 100 великих людей мира. Оказывается, биринчи местода биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, биздин пайгамбарыбыз турат экен. Анан кийин дальше уже писатели, первооткрыватели, люди, которые приносили пользу, историки, аргасы эмелер бар экен, изобретатели. Те люди, которые, оказывается, принесли пользу людям. И арасында, постоянно там, арасында, нет такого, кажется, там, аевай бай болчу экен и был великий, да? Нет такого. Просто богатый, просто и он великий деген жок экен. Но есть люди, оказывается, которые были очень бедные, но очень великие. И оказывается, люди, чтобы быть полезны, и ошон арасында адамдын бары сделали какую-то пользу людям, оказывается. Повлияли на жизнь человечества своим каким-то, своим действием, своими жизненными шагами. И ошондон кийин я думаю, и что, бай болгондон эч кандай эме жок турбайбы? Надо, кажется, людям помогать, пользу приносить деп. Потом биз устаз байкелер менен сурашып калдым, он говорит, жанагы 3 бизнеста, и он мне говорит, Улан, хочешь, я тебе расскажу, говорит, 3 бизнеса, которые никогда не обанкротитесь, говорит, эти 3 бизнеса вы станете всегда успешными и самыми счастливыми, да? Я говорю, кандай бизнес дедим? Интересно, какой бизнес? Я сегодня закидывал этот статус, или этот, балдар закидывали, типа, 3 бизнес жөнүндө айтып берет деп. Интересно, да? Который вообще никогда не обанкротитесь. Ал мындай бизнес экен. Биринчиси, это, оказывается, воспитать благородных, хороших детей. Жазалгыла 3 бизнесте. Благородные, хорошие дети, которые будут приносить пользу людям. Она мындай нерсе бар экен, когда человек, оказывается, умирает, мы же очень быстро умираем. Жашоо батыр өтүп кетет. Биз азыр деловой ойлоо кыйын болот, бирок батыр өтүп кетет да. Ал жерде мындай деп турат да. Ал кетебиз, книга деяний наша закрывается. Но остается 3 бизнеса в этом мире, оказывается, которые постоянно приносят доходы. Даже после нашей смерти, оказывается. Это наши дети. Благородные, хорошие дети, которые после нашей смерти даже будут приносить пользу людям, государству, вообще человечеству. Алада сен балаң деген бир жакшылык кылып койсо, сага ошондон процент түшөт экен да. Биринчиси балдар турабы, жазып алдыңар, Экинчиси. Бул деген мосты, дороги, больницы, школы, все то, что материальное мы можем оставить, построить полезное. Если вы, скажем, без школы келип туруп, школа салып атсачы, келип туруп, бир кирпични коюп койгулачы, за это вы определенный свой процент долю возьмете, да? Элестеткиле? Если бир бак, алма бакты коюп койсоңор, тигип койсоңор, ошондон бир чымчык келип туруп, бир чымчык келип чиштеп кетсе, элестеткиле? Ошондон сен процент алат экенсиң да. Ошондон сооп жазылат экен. Вообще это же самый вообще классный бизнес турабы. Бак-тарактарды отургуз, бизге ушундай богатство берилген, ушундай природан берилген алма бактарды отургузгула, саженцы сажайте. Вот город у нас сейчас страдает от того, что из-за смога, да? Бактарды отургузалы. Давайте, не знаю, көчөгө чыгып бир жерде тазалап койсоң деле ошол да сооп экен, да? Элестеткиле? Үчүнчүсү. Экинчиси эмне болду? Жигиттер, ал жакта нормально? Вы что-то там засыпаете? Нормально? То, что там далеко, нет? Нормально ли? А то телефон чукулап өзүңөр отурасыздар. Бизнес жөнүндө укпай калсаңар, андан кийин эме болуп каласыңар.
Гелио просто время потеряете, жананда минусқа кетіп қаласыңдар. Время просто потеряете. Послушайте. Ну, я поделюсь, то есть, тем, что я знаю. Дальше, конечно, ваше дело будет взять это себе или не взять, да? Экинчisi, это построить трав, построить болды. Üçüncüsü не деп ойлайсыңдар? Мына айтты. Знание. Билим. Хоть какое-то маленькое знание вы знаете, уж мне надо поделиться. Именно знания, те, которые приносят пользу. А не те знания, нам не знаю, как наркотики продавать емес. Знания десе не любые знания. Қант парақ жасаш керек емес. Самогонный қант жасаш керек емес. Знания, которые, скажем, будут пользу людям приносить. Напишите, если вы напишите одну книгу, где вы расскажете, как сажать деревья просто, чтобы деревья там никогда, всегда, то есть хорошо выращивались, никогда там, не знаю, өліп қалбасын деген бір кітапты шығарып қойғыла. Ошол кітапты оқып адамдар оқып тұр, ошо менен постоянно бақтарды отырғызып кете берсе, жақсы эти деревья будут, скажем, не будут умирать. Вы от этого будете просто огромные суммы денег получать, да? В одно время сауап аласыңдар, да? Биринчиси эмне болду? Воспитать детей. Экинчиси? Построить что-то полезное обществу. Третье? Знание. Вот 3 бизнеса, запомните. Эти 3 бизнеса мы можем делать всю жизнь, и везде, и всегда. Көчеде кетіп қаласыңдар, если там кто-то школу строит, просто 5 минут уделите время, бір кирпич қойып кетіп да, кирпичный қойып кетіп. Или на улице идете, да, бабушка не может пройти через дорогу. Просто помогите, да, ей. Жолды өткізіп қойғылачы. От этого, вы, настолько сами кайфанете, да, ушунча модасың, ой, сон болбоду дейсіңер, да. Ушунча жырғайсыңар, ушунча рахаттанасыңар, да. Когда я вижу ребята, которым я могу помочь, и как помогаю, и эти ребята развиваются, да, я от этого просто кайфую, да, я от этого заряжаюсь по полной. Думаю, завтра еще больше помогу, я еще хочу больше помочь им, да. Ошондой, да, анан кийин, вот просто слепому дорогу перейдите, помогите, вам это ничего не стоит, 5 минут времени, там, чуть-чуть инстаграмда мындай, эки видеоны карагандан көрөкчү, просто помогите дорогу перейти, все, вы бир бизнесиңерди коюп койдуңар, да. Бир бактаракты көчөдө барып туруп отургузуп койгулачы, и все, вы уже все, да. Бизнесмен, крутой бизнесмен болсуңар. И это, оказывается, мындай экен да, люди, есть люди, например, не все могут стать предпринимателями. Это правда жизни. Не все могут стать медиками, не все могут стать преподавателями, не все могут стать, скажем, астронавтами, космонавтами. Мы же все не можем космонавтами стать. Но каждый в своей сфере, каждый тем, что сможет, тем, что у него хорошо получается, тем он может поставить свой бизнес. 3 бизнеса, за которые он может поставить. Если вы медик, ты мешаешь обратно, ничего страшного сейчас. Арбиңер ошончо несправедливо болуп калат да, баары эле элестет, миллионер жүрөт. Мен тиги миллионер болсом мен мугалим иштебейм, эмнеге иштейм? Мен 5 000 сомго зарплата иштейм деп иштейт. Туурабы? Анда баары эле кетип калсын анда. Баары эле миллионер болом деп элечи. Но если вы будете реально крутым учителем, да, даже если станете учителем, ушунчалык будьте великим учителем, да, который сделает такие знания, да, о которых ребята ошо сабактардан ошо менен алып таасирленип ошондой элге жерге кызмат кылган адамдар болуп кетсечи, вы будете великим учителем, да, и вы будете, я уверен на 1000%, что вы бедности не будете жить. Очень крутой, самый крутой великий учитель, никогда он не будет бедным, потому что у него зарплата будет огромная, он будет очень сильно востребован. Я знаю несколько учителей, которые работают, Аутса, Манас, Ататурк, за границей окушат, иштешет. Они не бедные, они на крутых тачках ездят. Жанагындай Геленваген дегенде машиналарды айдашат. Реально я говорю, ошондой мугалим, ошондой машиналарды айдашат. Все востребованы. Я говорю, у нас, пожалуйста, бизге профессор болуп иштеп кеткенчи мындай кылып. Этот человек успешный, тем самым в своей сфере успешный. Он делает пользу и плюс зарабатывает, игрик. Надо заниматься, еще обратно, 3 вещи, о которых надо в жизни заниматься. Да?
Первое, то, что вы любите, от которого вы получаете удовольствие. Второе, от которого будет польза, от вашей деятельности будет польза. Üçüncüsü, это ошоменен силер деген ийгиликке жетесиңер, да? Это то, что вам будет приносить потом, скажем, финансы. Анан кейін финанс алып келбей калса дагы мындай болуп калат да. Күйүп жасайсың, польза кыласың, бир моменттен кейін ачка калгандан кейін, тиги эмне жеш керек деп калат да. Ошондой болуп калат. Ошон үчүн үч нерсени надо закрывать. Страсть, то есть өзүңдүн жумушуңа, сүйгөн жумушуң, экинчисинин польза, үчүнчүсү финансы, да? Ошондой жигиттер көп сүйлөп койдум окшойт, Сейчас, азыр Нурсултан шашып отур. Нурсултан сейчас выступит, а потом обратно перейдем. Так, прямой эфир нормально? Гель. Вот так нормально, да? Да. Я просто... окей. Нурсултан, айтып кетейин. Нурсултан основатель международного школы, языковой школы, международной школы языковой перспектив. Спасибо. У Нурсултана сейчас 16 филиалов по всему миру. По Кыргызстану. По Кыргызстану, да? Ну, Москвада бар, Москвада это отдельно. Москвада бар, Казахстанда, Казахстанда бар, Ташкент. Он сейчас расскажет свою историю, как он к этому пришел. Никто ему там с космоса бербеген жок. Он там байдын баласы да дегенде жок. Ар бирөөсү мындай. Он сам себя создал и сам себя сделал, да? И сейчас Нурсултан расскажет свою историю. И это просто пример того, что каждый может, оказывается, что-то, чего добиться, и успех может прийти, да? Все. Спасибо большое. Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие участники. Я прежде всего хочу поблагодарить организаторов за то, что пригласили. В 7 классе меня сбила машина, и я очнулся в больнице, и вот хочу пошевелиться, и не могу, да, то есть ноги отказали, и я вообще не могу шевельнуться, и у меня просто, когда я учился в школе, я очень хорошо учился, но при этом был таким сильным хулиганом. И из-за этого, получается, меня вот так машина сбивает. И у меня в то время приходит такая мысль, что, блин, вот главное, если я вот сейчас нормально буду ходить, да, то есть это, я не понимаю, я во сне это говорю или наяву, да? И лишь бы, если я нормально начну ходить, я все, то есть я хочу вот измениться, да, то есть я хочу что-то такое большое делать. И пришла такая осознанность того, что я начал как бы ценить жизнь, понимать то, что жизнь, она действительно очень ценная, да. И именно тогда, оказывается, я начал заниматься медитацией, но в то время я до сих пор не понимал, то есть я начал каждый день мечтать и представлять свое будущее, представлял там, на какой машине я буду ездить, там, как я должен там одеваться, там, или же где я сижу, да, там какие-то стеклянные здания я представлял. И с детства у меня всегда такое большое стремление было, и постоянно мечтал. Я тогда жил в городе Нарын, я тогда мечтал переехать в Бишкек, да? Первый раз приехал в Бишкек, и такие эмоции были, все было классно. И постепенно, вот, благодаря вот этой медитации, я могу сказать, что в моей жизни очень многое как бы изменилось. Поэтому я предлагаю сделать такую пробную медитацию, если вы хотите, да? Давайте для начала встанем тогда. Да, телефон можете пока оставить. Телефон оставьте. Можете на беззвучный или поставить. Я просто хочу поделиться тем опытом, да, я там в YouTube или там где-то не смотрел, я расскажу, точнее покажу вам то, как я это делаю, да? Так, для начала давайте расслабим свое тело максимально, отбросим от себя все негативные мысли, да, то есть не нужно думать про что-то плохое,
максимально сконцентрируйтесь, можете там головой там покрутить, там, не знаю, какие-то движения там физкультурные сделать. Неважно, как кому удобно, там, ногами, руками, да, но главное, вот, успокойтесь и сосредоточьтесь максимально, да, сосредоточились, да? Да, теперь садимся. У кого как, кто-то может сидя, кто-то может стоя. Так, давайте теперь начнем. Пожалуйста, давайте тишину поймаем, закрываем глаза. Да, я тоже вместе с вами буду делать. Все закрывают глаза. В удобном положении закрыли глаза. Так, закрываем. Успокаиваемся, не думаем о каких-то негативных вещах. Теперь делаем такой вдох и обратно выдыхаем. Такой же вдох, но вот этот вдох постарайтесь вот почувствовать, да, то, что вы вот чувствуете этот вдох, обратно вдох и медленно выдыхаем. Обратно вдох. Постарайтесь почувствовать вот этот вдох и обратно выдыхаем. Закрываем глаза, ни в коем случае не отвлекаемся ни на что. Постарайтесь вспомнить какие-то радостные моменты, да, то есть в жизни, потому что иногда бывает такое, что мы стараемся там имитировать какую-то радость, просто какую-то радость вспоминаем и вдыхаем. И выдыхаем. Представьте там, какую машину вы хотели бы там в будущем видеть, ездить на какой машине. И с этой машиной вдыхаем. И выдыхаем обратно, да? Медленно. Ну, можете представить себя, да, в будущем. Кем вы себя видите, в какой одежде. Обратно вдыхаем и выдыхаем. Представьте дом, в который вы живете. Вдыхаем и выдыхаем. И такой финальный такой вдох. И возвращаемся в Вавилон. Все, спасибо большое. Спасибо. На самом деле я вот тоже часто медитирую, и это мне на самом деле очень хорошо помогает, успокаивает. И хотя бы каждый день, буквально 5 минут нужно стараться вспоминать свои планы, мечты. И на самом деле это очень хорошо помогает. Меня зовут Нурсултан Кубанов, рад вас всех приветствовать. Я являюсь основателем образовательного центра «Перспектив». В 2011 году я прошел по программе «Кадры 21 века», и эта история, она запомнилась тем, что когда я что-либо начинаю, какая бы деятельность ни начиналась, всегда складываются какие-то сложности, трудности, не все просто мне давалось. И когда я приехал в Бишкек, узнал про программу «Кадры 21 века», решил попробовать, подать, не прошел. Затем решил на второй год подать. Сказали: Нурсултан, ты молодец, ты красавчик, ты один из первых кандидатов, который пройдет в этом году в Китай, да, там. Такие надежды мне дали. Я пришел домой, рассказал родителям. И в итоге я не смог пройти. Сказали, что Нурсултан, извини, ты не прошел, остался на резерве. Но несмотря на это, решил подать уже на 3-й год, и слава Богу, мне удалось пройти на бюджетное обучение в Китай, потому что я рос в такой семье, что не было такой возможности отправить меня на обучение за границу. Но сегодня я хочу вам больше рассказать про бизнес, про мой бизнес-опыт, который я прошел, и больше поделиться такими некими инструментами, да? Но для начала можно пару слайдов пропустить? F5 нажмите. А вот третий слайд — это программа, по которой я прошел. Если в будущем среди вас есть ребята, которые хотят поехать на бюджетное какое-то отделение, то можете подать по этим программам. Это документы, которые нужны.
для поступления в заграничные университеты. Это чисто для общей информации. Ну, моя студенческая жизнь, она прошла очень насыщенно. Я всегда был активистом, активно выражал свою гражданскую позицию. И я не жалею, что мои студенческие годы прошли как-то плохо или еще что-то. И сразу перейдем тогда к бизнесу. Первый свой бизнес-продукт я уже открыл, когда я уже учился на первом курсе в Китае. Мы решили запустить интернет-магазин, где продавали различные товары, ну, начиная там с аксессуаров, там, заканчивая всякими куртками, там, футболками. Потом мы выбрали один хороший продукт. Мы занимались мужскими куртками. И можно следующий слайд? Да. Все. И очень хорошо все шло. Я уже со второго месяца, со второго уже заказа там смог заработать себе на ноутбук. Ну, тогда это тоже для меня было такое большое достижение. И посредством вот этого проекта я начал понимать, что я умею заниматься бизнесом, все хорошо шло. И решили попробовать совсем другой товар. Занимались мужскими куртками, попробовали заказать там женские куртки, но у нас с этим товаром вообще не получилось. Почему? Потому что, во-первых, сезонность, во-вторых, очень много на самом деле недочетов, которые я вообще практически не понимал. И на то время мы уже там примерно 8-9% там уртусайского рынка поставляли куртками. Товар, который мы заказали, то есть после того, как мы, до того, как мы обанкротились, товар, который мы заказали, он даже до Москвы мы его отправили, в общем, вообще никак не удалось нам продать этот товар. И выводы, которые я сделал, следующий слайд можете поставить. Первое, это нужно, оказывается, очень тщательно выбирать своего партнера, да, то есть если вы очень хорошо разбираетесь именно там в административной части, да, то ваш партнер, он должен больше быть вовлеченным именно в каких-то маркетинговых процедурах, да, то есть никогда, ни в коем случае не выбирайте там похожего партнера, потому что, возможно, он может быть там хорошим человеком, но не профессионалом, да, в своем деле. Поэтому именно из-за этого, из-за того, что мы слишком там залезли в продвижение, а именно, то есть над реализацией, над административной частью никто не работал, мы очень сильно обанкротились. И второй момент, мы планировали, то есть и пробовали там открывать маленькие бутики, да. И у меня такой вот вообще вопрос, как вы думаете, да, то есть в чем разница, скажем так, бренда там Adidas, да, и аналогичный такой же бренд, как Adidas, но наши волонтеры сидят, я им уже задавал этот вопрос. Аналогичная же компания, по качеству все идеально, но какая может быть разница между ними? То есть понятно, что бренд там раскручено, а именно технически, какие разницы вы можете увидеть, да? Вот Adidas компания, там, они продают там спортивные костюмы, аналогичный какой-то бренд, там, скажем, Нурсултан, да, бутик Нурсултан, он тоже продает такие же костюмы. А какая разница может быть между ними, как вы думаете? Масштаб, маркетинг, бренд, доверие, местоположение, реклама, да? Мы поздно поняли, но вот то, что я второй момент по поводу масштабирования, например, давайте разберем кейс там магазина, там даже не будем далеко заходить, там Collins или же de-facto, да, там крупные какие-то игроки на рынке, которые там франшизой зашли к нам на рынок. Эти магазины выигрывают тем, что у них, например, 5 точек, да? Если у вас такой же бренд, там, вы занимаетесь там какими-то спортивными костюмами, при этом у вас только одна точка, и она иногда может быть плавает, да? То есть иногда вы выходите в прибыль, иногда вы там выходите в минус, иногда там, вообще там прибыли нету, но и в убыток не уходите.
И если у вас продукт хороший, и при этом, если вы вовремя не масштабируетесь, это оказывается вот основная проблема наших многих предпринимателей. Нету мобильности, и вовремя не завоевывают рынок. Да? И как раз таки Adidas и какой-то другой аналогичный бренд отличается тем, что у Adidas там по городу 5 точек, но механизм один и тот же. Он также закупает там у поставщика, та же логистика, все, процедура, все одно и то же, но когда мы считаем прибыль, когда мы маржинально считаем, то совсем уже другие цифры идут. Да? Но это понятно, что там 5 точек, возможно 5 точек, там один безубыточный, там один убыточный, и остальные там по-разному могут работать. Но даже если брать там кейс перспектив, да, у нас, допустим, в городе 4 точек, иногда не всегда так, что все выходят в плюс. Но за счет другого центра мы покрываем расходы другого центра. Да? И если бы был бы только один перспектив там China, да, когда придет момент кризиса, мы бы закрылись бы. Поэтому очень важно при том, как вы проверяете продукт, если он работает, вовремя быстро захватывать рынок и масштабироваться. А что главное в бизнесе? Нет, назовите термины, что главное в бизнесе? Вот вы хотите открыть бизнес, что для вас самое основное? Так, давайте по одному, руки поднимаем. Прибыль, упорство, Упорство, прибыль, еще? Польза, идея, система, потребность, рынок, скорость, да? Окей. Можете для себя записать. Первое, для того, чтобы открывать, когда вы открываете только бизнес, первое, это сам продукт. Какой продукт вы производите? Или, там, не знаю, возможно, это сектор туризма, да? Второе, это сам рынок. То есть мы не можем там продавать шуро в Германии или там в Америке, да? То есть рынок и продукт, они совсем не соответствуют друг другу. И самое третье, основное, которое все сталкиваются, абсолютно все, это команда. То есть это 3 ключевые моменты при открытии бизнеса, на которые прям очень сильно нужно делать упор. Если они не взаимосвязаны, если у вас есть только продукты и при этом рынок хороший, нету команды, будет тяжело. Поэтому вот эти 3 вещи это самые основные при открытии бизнеса. Потом мы обанкротились, решили открыть рекламную кампанию. Следующий слайд можно? Рекламную кампанию «Помидор». Наши мониторы висели во многих маршрутках Бишкека. Наверное, кто-нибудь видел наши мониторы? Да, это почему помидор? Потому что первая буква P, последняя R. И про нас там писали во всех СМИ, нам дали номинацию «Стартап года». В общем, все было классно, все отлично шло. Мы поняли, классно, все, продукт шикарный. Там мы начали зарабатывать там, по 300 тысяч в месяц. Для нас это, будучи еще студентом, было очень классно. Но я потом улетел в Китай, дела начали обратно уходить там, в минус, да, там мы еле там, начали вытаскивать деньги за офисные расходы. Да. Такой хайп поймали, но не смогли удержаться на рынке. И в итоге компания закрылась. У нас было 100 мониторов, я сам ездил в Гуанчжоу, закупал эти продукты. Вот, и какие выводы я сделал после этого? Можно следующий слайд? Оказывается, любой стартап это как ребенок, да? То есть, когда ребенок рождается, мы должны заботиться, пока он там хотя бы не станет и сам пока не начнет ходить. Всегда нужно заботиться о нем постоянно. Это самые элементарные вещи, но самые элементарные вещи многие предприниматели не делают. И таким образом наш продукт, мы размещали рекламу, но любой бизнес, он должен решать проблему. И при этом наш продукт, он не решал проблему. Наш продукт, то есть реклама, она была неэффективной. То есть человек там приходил, оплачивал нам 12 тысяч сомов в месяц,
да? И при этом он 5000 давал суперинфо, например, трудоустройство в Турции, да? У нас вот реально один клиент был, у него трудоустройство в Турции, они 5000 оплатили просто на газету рекламу, и нам 12 000 сомов оплатили. 1-2 звонка через помидор, да? Через нашу рекламную кампанию, и больше 100 звонков по линии там суперинфо. Наш продукт, он больше чисто для брендовой рекламы, да, чтобы висело. А многие хотят эффективность. Каждый из вас, который будет начинать бизнес, вы же там на платную рекламу запускаете, да, там какие-то инструменты, там таргет и так далее. То есть максимально стараетесь продать свою продукцию. И наш как раз таки продукт, он не решал проблему. Поэтому первый вывод это то, что стартап это как ребенок, да, то есть он должен, всегда нужно заботиться, не как я там улетел в Китай, а постоянно заботиться, смотреть и он должен как бы эффективно решать проблему. Если ваш бизнес не решает проблему, а просто вы как-то себя обманываете, то это очень плачевно. Вот. И после этого мы обанкротились, закрылись, до сих пор наши мониторы висят, там многие потерялись. И я не знал, что делать дальше. Я говорю, может быть, бизнес это вообще не мое, да, то есть, может, действительно, как там стоит сменить профессию. Меня приглашали там МИД, там другие какие-то государственные органы, давай там работать. Но все-таки я решился там устроиться в международную компанию. Мы поставляли там примерно 80% продукции Alibaba. Я проработал действительно в такой крупной компании 1,5 года в Китае и полгода в России, как командировочные меня туда перевели. И именно там я действительно набрался хорошего опыта. Я понял, что то, что я занимался раньше, да, какими там проектами, это все как бы полный бред. То есть недостаток опыта, то есть как должна компания вообще зарождаться, как она должна структурироваться, да, то есть отдел продаж, там, отдел маркетинга, там, HR-менеджер, и как нужно системно подходить к своей компании, и как нужно уметь вовремя масштабироваться. Вот на моих глазах компания выходила в миллиардные обороты, да, то есть действительно такой крупный проект, над которым мы работали, и я впервые в жизни там видел, какие миллиарды крутятся, да, то есть уже совсем другое мировоззрение, уже совсем другие взгляды. И в один момент, я помню еще в 2012 году, моя первая учительница, ее звали Диля Лауши, она говорит: Нурсултан, вот ты сейчас занимаешься разными там бизнес-проектами, зачем тебе это все, да? То есть зачем ты этим всем занимаешься? Лучше там займись образованием, там, вплотную там обучайся. Финансы это не главное, говорит. А я такой, ну как финансы не главное? Допустим, тогда для меня действительно финансы играли такую основную ключевую роль. И я ее вообще не понял. Тогда она работала по линии ШОС, там очень такая активная. И потом, когда я вот 1,5 года проработал в этой компании, я понял ее слова, да? То есть, оказывается, у каждого человека приходит такой период, когда ты понимаешь, и у тебя появляется какая-то уверенность в том, что за какой бы ты бизнес-продукт не взялся бы, да, или бы куда бы ты бы не трудоустроился бы, ты не боишься там потерять работу, ты не боишься там потерять свой бизнес, и ты уверен уже в своих знаниях, в своем опыте. И вот именно вот этот момент, он тогда у меня настал, 2015-2016 года. Я вот созрел, скажем так, для бизнеса, я был готов начинать все заново, с нуля. И тем более в компании я уже получил достаточно такой опыт хороший. Пришел в Кыргызстан, приехал в Кыргызстан, я уже знал, какого партнера выбирать, да? Я уже знал, как и когда масштабироваться, как упаковать бизнес-продукт, чтобы потом не было каких-то нюансов. То есть я был уверен, что я захвачу вот этот рынок, и каким образом. Приехал, у нас был 15-квадратный офис, я нашел партнера, который вот справится, его зовут Улан, мой партнер, друг, до сих пор мы с ним работаем. Он полез именно в административную часть, он следил за качеством, а я занимался продвижением, привлечением инвестиций,
там международные контакты, ездил там в разные страны. После открытия перспектив я, оказывается, побывал больше 20 странах мира, да, и на самом деле и опыта набрался, и при этом как бы мир увидел. И очень такие классные фидбэки на самом деле, да, очень классно все это прошло. Были определенные сложности, но мы год, даже 1,5 года мы не масштабировали. Мы работали над упаковкой продукта, над тем, чтобы потом как бы не было вопросов. Через 1,5 года мы уже привлекли партнеров, начали масштабироваться. За год мы открыли 11 филиалов, ребят. За год мы смогли открыться и в Астане, там, и в Москве, там, и в Ташкенте. Да? Сейчас у нас в Москве офис переезжает, сегодня мы вечером или завтра с утра опубликуем информацию. Но вообще суть в том, что я бы порекомендовал бы вам где-то вот проработать и получить какой-то опыт для того, чтобы действительно, как если вы хотите там зарождать какую-то историю, да, скажем так. Следующий слайд можно? Вот это наш центр, ну, здесь плохо видно. И в конце я бы хотел бы дать вам несколько советов. Вот то, что я вначале говорил, да, перед открытием любого бизнес-продукта я бы порекомендовал бы вам там проработать в какой-то компании, получить какой-то опыт, понять вообще структуру любой компании, да, неважно, если вы хотите там работать в сфере туризма, там не обязательно идти там по направлению туризм, да, то есть попробуйте другие направления, где вы видите либо сильного такого лидера, да, скажем так, либо же компания, она действительно успешная. И я всегда говорю, ребят, я в свое время всегда занимался разными проектами. В одно время там, я и продавал там телефоны, там продавал другое. Там, друзья говорят, мне звонят: Нурсултан, срочно нужно заказать там медицинские там какие-то перчатки. Я говорю: окей, там давайте быстро, да, то есть хватался за все, что можно. Это, оказывается, вообще неправильно. Один продукт, он должен давать конечный результат. То есть нужно заниматься только одним бизнес-проектом для того, чтобы вы смогли устоять, во-первых, на рынке, и для того, чтобы стать успешным, да? И нет, назад можно? И такой вопрос, наверное, у многих возникает, там, как вы успеваете там масштабироваться. При масштабировании очень важно уметь делегировать свои полномочия. То есть, когда ты масштабируешь, там нужно уметь больше отдавать. То есть своим партнерам меньше получать и при этом как бы больше отдавать. Да? И ни в коем случае не спешите с инвестициями. Не подходите и не спрашивайте там, по 3000, по 5000 долларов. Таких инвесторов, если вы видите каких-то крупных инвесторов, держите их. Подождите, лучше самому все начать, попробовать и максимально сделать ваш продукт эффективным, чтобы в конце инвесторы к вам сами пришли. Такая же ситуация и произошла с нами. Да? То есть, когда уже в 2018 году мне позвонили, сказали, вот хотим встретиться, ребята из Кореи, тоже Кыргыз-Балдар. И давайте мы приедем, там, хотим проинвестировать, посмотреть ваш продукт. Я говорю: окей, там приезжайте, давайте посмотрим. Они приехали, посмотрели на наш продукт и сказали, ну что вам нужно, да, что вы хотите, вроде у вас все хорошо. Я попросил, давайте откроем корейский центр в Бишкеке. И в Джалабаде как раз таки одно помещение было. Мы попросили проинвестировать туда. Буквально, грубо, через месяц они согласились. Мы получили в 2018 году первую свою инвестицию. Поэтому ни в коем случае не спешите с инвестициями. И, конечно, нельзя торопить инвестора, да? То есть в тот раз мы, когда вот с Уланом на Иссыкуле были, Телек очень хороший пример рассказал, то что инвесторы это как девушки, да? Вот парни же подкатывают, и если девушка сразу говорит: о, да, там я согласна, да? Парень начинает сомневаться, да? Поэтому точно такое же отношение и к инвесторам. То есть
Если он предлагает что-то, наоборот, откажите, там, скажи, возьмите паузу. Ни в коем случае не соглашайтесь сразу. Скажите, давайте я подожду, обговорю с командой. Если говорите, я скажу ответ там не через день, а скажите через неделю, да? Чтобы он почувствовал то, что вы действительно, когда вы принимаете решение, делаете это все обдуманно, да? Не просто так взять и сделать. Поэтому вот такие моменты, они очень важны, когда уже при масштабировании, да? И мы допустили очень большую ошибку при работе вот с перспектив. Когда мы просили инвестиции, оказывается, нужно годовой оборот умножать на 3. И при этом, исходя из этого, там, просить определенную сумму. Да? Мы попросили слишком, ну, для кого как, но для нас это очень такая маленькая сумма получилась. Но шугур, да, это был опыт. Но если вы будете в будущем получать какие-то инвестиции, обязательно проконсультируйтесь у ребят, там, вот у Улана там, или еще у других ребят, которые работают именно в крупных проектах. И бизнес, он всегда, я еще раз повторюсь, он должен решать какую-то проблему. Да? Если ваш бизнес, он просто не для решения какой-то проблемы, то больше вероятности того, что он неустойчивый. Вот. И всегда говорите своим клиентам да, либо подумаю, давайте мы попробуем. Ни в коем случае не отказывайте, не обрубайте своего клиента и так далее. Вот. В целом я постарался вот вкратце вам донести вот эту информацию. И самое главное, да, то есть я не хочу, чтобы вот эти мои советы были так, что вот делайте это, да. Я больше склоняюсь к тому, чтобы вот это мой опыт, вы можете прислушаться к этому, да, или же нет. То есть ни в коем случае то, что мой опыт, который я прошел, он как бы не означает, что нужно поступать точно так же. Просто я делюсь своим опытом, и я не хочу вас там учить жизни, да, там как жить, там и так далее. Но самое главное, если вы понимаете, что вы можете заниматься там предпринимательской деятельностью, всегда делайте это качественно, да, то есть я когда был в Европе, заметил такой важный момент, мы были в Праге и заходили в рестораны, там, кофейни, и все с душой, настолько там, вот, пускай это будет маленькое такое заведение, но все это сделано душой, настолько там интерьер, дизайн, все классно, да. И нашим вот предпринимателям нужно вот научиться к этому, не экономить там, а делать свой продукт качественно. Поэтому вот когда мы открываем какой-то центр, всегда очень особый акцент делаем на интерьер, дизайн, атмосферу, локация и тому подобное. Вот. И, конечно, как Улан говорит, не все могут стать предпринимателями, но я хочу вам сказать, ребят, предприниматель это человек, который постоянно что-то предпринимает. Вот у меня, когда я проходил в Китай, у меня 3 года не получилось, я только на 3-й год прошел, да? Когда я открывал перспектив, у меня точно так же очень много проблем было на самом деле. Я не хочу просто вдаваться в подробности. Сейчас я медитирую над одним проектом, я знаю, что это у меня получится, но я понимаю, что передо мной стоят большие сложности. Но я знаю, что все получится, поэтому люди это такие существа, что никто ничем друг от друга не отличается, да? Поэтому давайте ценить жизнь, беречь родителей, беречь свое здоровье. Всем желаю успеха, ребят. Спасибо большое. Еще раз похлопаем, Нурсултан. Көтерек па? Оғылбай алата. Азыр мындайла чоқтап кетті ұқшайды. Давайте садим. Тұрғыла. А мен көрінбей алат кем. Бірақ мындайға чуть-чуть разминку сделаем. Шею крутим шею направо. Раз, и раз, и раз, два, три. И налево. Раз, два, три. Теперь давайте плечи. Да, говорю. Вперед, назад. Мындай кылалы. Налево.
раз, раз, это раз, 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 и раз, раз. Болды, отыр өлем. Кішіне қанды жүгіртіп қабатса мелк келеді да? Қандай болта, жақшы болта ол? Я. Презентацияны өчіріп қойсыңдар болады? Балдар, презентацияны можешь выключить. Ошондо бүгүн жолуккан себебибиз такая беседа. Мындай айтканда өзүбүздүн колубуздан келген бир жардам болсун деп, өзүбүздүн кандай бир жакшылык кылып калалы деген ниет менен чогултуп атабыз. Анан ар кандай тиги ойлобогула. Булар тиги эмне деле булчубат, тақта секта болуш керек же депчи. Бирок ошол секта сыяктуу ойлоо бар да окшойбуз, клуб болупчу. Анан кийин мындай мы такую идею возрождаем, да, то есть думаем, вот это надо заплатить другому деген системаны, хотим какое-то объединение сделать. Но я еще название, мы еще с ребятами не думали, не придумали. Хотим, чтобы был какой-то клуб, где мы, то есть будем помогать. Например, да, вот ребята, когда у нас система так выстроена. 2 недели 1 раз проходит общее собрание, как сейчас, по всей республике будет. В неделю 1 раз будет у каждого из вас представлен 1 наставник. В группе наставничества 30 человек. Наставниктер деген бизнесмен же игиликке жетип калган байкелердин таап атам. Ошто азыр 2 группа чогулду. Жалбатта азыр 1 группа чогулуп атат. Жалбатта балдар дагы группа наставничества жазылган. Ал жерде мен силерге жакында бизнесмен балдар таап берем. Ошто 2 группа, 1 группа Мунар Иса, Биордо, 2 группа Сайдор, Сардор Кииз групп, он уже 2 группа возглавляет. В Бишкеке сейчас у нас есть 3 группы, 4-я сейчас Урмат Насыкуловка 1 группа тутас, но еще Урмат чечелекпиз вакытмен. 4-чү группа будет сейчас Шукурбек, алда бир Шукурбек досум чыгат, он про себя сейчас расскажет. 5-я группа тоже мен дагы бир кишини таап атам, да? И это для того, чтобы каждую неделю вы будете встречаться. Мы айтқандай какой-то бир наставник, который будет подталкивать нам, ишқылла, давайте движение қыла деп. Анткени вы сейчас заряд получили, сон, и она бир күндө бирдеме кылбасаңарчы, и все, заряд өчтү, мотивация өлдү, и ничего не сделаете. Скажете, было классно, но колумнан нечто келип кеткен, жизнь такая же, ничего не случилось. Жөн эле сүйлөй беришет экен, мен эчтеке жасай албайт келбеймби? Не надо думать, что эта наша сегодняшняя встреча какая-то волшебная и какой-то это андай эмес. Дело в том, что мы можем какой-то вас зарядить энергией на 1 день, бир күн эле заряд берип алабыз да. Бир күндөн кийин зарядыңар өчөт телефонуңар да. Телефонуңарга зарядка сайгандай, бир күндөн кийин өчүп калат батарейкаңар. Ошондой эле ошо батарейкаңар бар болгон учурда бирдемке иш кыла баштагыла. Просто эле легко эле. Например, не знаю, бирге жакшылык кылып койгула, или какое-то дело начните. Начните там проект по озеленению города, я не знаю, проект по помощи обездоленным, там, например, да? Это очень легко. Собраться 10 человек и начать там в интернете объявить: друзья, я хочу поехать, давайте мы объединимся, хотим доброе дело сделать. Это совсем легко, это очень легко. Даже у бойца, даже ты сам один пойдешь, да, и то это кайф, да, жалгыз барсаң деле кайф, да. Я раньше ходил, например, у меня был тетя Арболчу, она была инвалид. Я просто каждую неделю ходил и с ней просто беседовал, да. Жена отырып, беседовал, разговаривал. И это для нее такое, воодушевление ей давало, да. И она ходить не могла, и дома бисером браслеты всякие делала. И для нее это было такой кайф. Просто мальчик, я маленький мальчик, приходил, беседовал. И ошо мен артынан орус аял болчу, ошонун артынан постоянно эметип жүрүп, там просто там көлдө болуп калсам балык алып келип коем. Она так обрадуется, она так меня сильно любила, просто за то, что я время уделял, да. Это не значит, что это надо благотворительность берешь керек, это не значит, что в денежном эквиваленте. Не обязательно. Время это и есть благотворительность, внимание, благотворительность, да. И, например, одну вещь интересную расскажу всем. Почему кто-то успешный, почему кто-то неуспешный. Мне это интересно. Почему? Ленивый, да? Ага, еще? Не сильно мотивированы? Не сильно хотят, да? Вах, да? Их разделяет то, что успешный отдает энергию, неуспешный не отдает, он хочет только получать. Все вокруг нас это энергия, да? Я всегда об этом говорю и всегда буду об этом говорить. Все, что нас окружает, это все энергия. Микрофон, который сделал один китаец или какая-то компания, это энергия этих людей. Монитор, который сделали эти люди,
Это как определенная энергия этих людей. Они вкладывали сюда душу, разработки каждой микросхемы, разработки этой системы, продажа, доставка, маркетинг, это все их работа. Это они вкладывали душу. И если мы не отдаем энергию, значит она к нам обратно не возвращается. Она возвращается, она энергией, либо денежным эквиваленте, опытом, авторитетом, то есть уровень доверия, все это возвращается. Если мы не отдаем, то мы не получаем. Почему наше государство бедное, вы знаете? Потому что Кыргызстан азыр биздин государство, Кытайдан алам, Германия бизге донор болуп берет, Россия берет, тиги берет. А бул деген государство бедное, потому что бергиле. Например, это легко объяснить, самое легко объяснить, например, почему один человек, например, накачанный болуш үчүн эмне кылыш керек физически? Энергия отдавать траву, он отдает силы, тратит свою энергию, на следующий день просыпается еще сильнее траву. Если он отдал, он не значит то, что он стал слабым. А тот человек, который не отдает энергию и не занимается тренировками, кандай окуат? Мындай окуат. Трав? Менде былчыр себерип кетет трав. Ошондой. Бир өзүңдүн энергияңды бербесең, ала албайсың. Африка почему каждым разом беднеет? Потому что туда больше и больше начинают все помогать финансово. И говорят, бергиле. Один раз я помню, что мы каждые 2 года подряд мы раздавали продукты на Исыкуле. Ороза айында мы собирали продукты, бяхтан коробка, анан кийин раздавали селоларга. И я один так заметил, что когда мы 3-й раз раздавали, мы сделали так, что вот, ребята, типа, могу семья алган, могу жылы, башка семьяга берели дедик да. И потом 3-й год мы приехали, и грузовикмен келдик, всех собрали, мы отдаем коробки по спискам, которые мы собрали до этого. В этом списке не было тех людей, которые 2 года подряд не получали. Не было, то есть получали, не было их. И ошолор, которые 2 года получали элдер, кишилер келип, когда мы раздавали. И они начали с нами драться же, вы представляете? Сказали, мага бербейсиңер, эмне көрбөйсүңөр дейт да. Эмне көрбөйсүңөр дейт да. Я ему говорю, байке, вы же 2 года получали, башка үй-бүлөгө берели десе. Жо, бердиңер, анан менди берип албайсыңар, берип атпайсыңар, каждый год вы мне даете дейт да. Я говорю, байке, успокойтесь, вы что, мындай, успокойтесь. Вы же получали, надо сейчас другим отдавать, албаган адамдарга берели десем. Жок, мен алып жүргөм постоянно, мага бергиле дейт. Элестеткиле, мы им просто помогаем. Они начали с нами драться. Кипиш вообще болуп кетти. Ошол жерде мы взяли, грузовик, уехали, забрали, потому что там драка началась. Коробкалар чётканы начали отбирать. И говорят, закрывайте коробки, все, уезжаем. Потом башка эмелерге, мы потом бир жерге зданияга апарып койдук. Биз мечитке апарып койдук. Потом сказали, бирден чакыртып, ошол жерден бергиле депчи. Потом ошондой ызы болду да. Оказывается, ошон үчүн даже если мен силерге азыр бир знанияны бергенде да, а силер халявчик болуп жеп алсаңар, вы будете постоянно хотеть только потреблять. Поэтому силерге келди, силер бериш керексиңер. Почему наше государство бедное? Мы всегда, почему некоторые люди, говорят, наше население от кого-то всегда ждут. Трава же, наверное? Вот государство должно сделать. Там Кытайлар келип бизге деген грант бериш керек. Бир инвестор келип мага жардам бериш керек дейт. Трава? Шундай да, шундай? Бирөө келип мага акча бериш керек. Ошо менен бизнес кылам. Мага родители мне обязаны. Кто-то всегда ему что-то обязан. Почему нам государство обязано? Государство обязано нам делать да? Но мы и есть государство, да? Вот мы и есть государство. Там сидят те же люди, такие же, как и мы. Мен деле парламентке 1-2 жолу эле кирип көрдүм, ал жерде ошондой эле адамдар, ал жерде космоста учуп жүргөн адам жок. Сүйлөшсөң мындай, ал менен сүйлөшсөң, вроде жакшы эле адам, сүйлөшсөң мындай, нормально эле сүйлөшөт. Бирок эмнеге алар жасабайт? Анткени эли да ошондой. Для того, чтобы мы ийгиликке жетиш үчүн ар бирибиз өзүбүздөн баштайлычы. Мындай. Вспомните то свое состояние, когда вы что-то отдавали, что-то делали хорошее, просто так. Эстеклечи, эстеп атасыңар? Я. Колуңа көтөрүлөчү, эстелечи, кто это вспоминает? Кто что-то мындай делал хорошее, да? И мындай да? Молодцы, красавчики. Мындай да? Если мы не будем отдавать, мы не будем получать. Каждый раз алган сайын мы становимся вот такими дахляками, которые ничего не могут сделать. Эчтеке жасай албаган дахляк болуп кетебиз да? Ошон үчүн өсөм десеңер, дальше надо отдавать. Это, например, мындай, это очень легко, я вам объясню. Это так. В жизни, в этой жизни без келгенде, мы вечно не живем трау. А значит, кто мы здесь говорит, мы путешественники деп коет трау.
Трав, мы же говорим, это мы в этой жизни мы путешественники, да? То есть приходим, уходим, да? Но если это объяснить, что люди как курьер, да, то есть просто доставщик чего-то. Ну, просто это такой тонкость, это да, мысль как если люди это курьеры, и человек успешный, неуспешный курьер и неуспешный курьер, от него отличает того, что у одного, то есть один курьер доставляет каждый день, там, не знаю, по 100 тысяч долларов таскает, bir фирма берет, и он относит. Этому курьеру доверие больше, правильно? Значит, а один курьер, ему 10 сомдай, она get паратралды жоқ қылып салады да. Ему дает, говорят, вот я тебе 100 сом даю, отнеси туда, десе, и он там несет по дороге, шик-шик, потратил, жоқ да, короче. И говорит, жеткірдің бе десең, жоқ, дейді, он барып қайрат жақтан сұрайды да, маған да беріле деп. И говорит, ты же должен нам принести, десең, говорит, я их потратил, короче, никогда, да, шындай да? Нет, вы мне еще должны, обязаны еще давать, да? Это как если мы как курьеры осознать, что люди курьеры, то чтобы быть еще более успешны, этот курьер должен доказать вселенной нашему, то есть біз Құдайға доказать то, что Құдайдан алған нәрсені мен бере аламын деген, да? Это очень такой вопрос, өзіңізге түшініп алсаңыз, например, көшеден бір кісіні тоқтап тұрып, азыр біз 10 000 доллар беріп тұрып, сумға жеткіріп қой деп айта албайсыз тұрау. Но біз деген 100 сом бере аласыз. Попробуем, ну, давай попробуем. 100 сом жеткіріп қойшы деді. Жеткірді, қайра келді. 200 сом бердік, алды, жеткірді, қайра келді. Бұл уақытта 1000 сом берсек жеткірді, 2000 сом берсек жеткіріп отады, 5000 сом берсек жеткіріп келіп отады, тұрау. Анан бұға айтасың, бұға ошентіп уровеньдер level деп отпаймын постоянно. Ошентіп өсөт. Bir уақыттан кейін ұға $1 000 000 берсең да жеткіріп барады. Но ошондо ошол ийгиликтүү болуп атат да. Мы люди курьеры, да? Биз де Кудайдан алганды мен кайра бериш керекпиз да. Бербей калсак, например, мы дали кому-то 10 000 долларов курьеру. Он идет такой, теге сумга жетип баратканда эле там, койчу мен жака барып азыр бир казиного ойноп чыгайынчы деп, или там потрачу сейчас, погуляй деп, все деньги раскидал, покайфовал, скажем, да, и не отдает. Все, он потерял полностью свое доверие, да? Ошондой, да? И ошондой эле кээде адамдар көп кетип атпайбы? Бир тамана Кудайдан келип бир жакшылык берсе, караса эле бир кичинекей бир Lexus'ун айдап эле, айна кишинин баарын байкабай кыйын болуп кетет го. Бир уақыттан карасаң кале шалтайып калат туурабы? Потому что он не отдает обратно. Он осознает то, что это все. В этой жизни мы все арендуем. Например, мы дома покупаем, это не значит, что наша собственность. Мы покупаем на определенное время аренду. Мы арендуем. Машины мы арендуем. Дома мы арендуем. Все в этом мире мы арендуем. И чтобы мы стать успешными, мы должны быть крутым курьером, который берет товары, отдает. Берет энергию, отдает. Берет деньги, отдает. Берет, скажем, время и свое время отдает. И ошондо, чем больше мы таких движений делаем, получили, отдали, тем больше мы успешны работаем. Не сложно, нормально? Я. Жигиттер, ал жакта, слышно, нормально? Ты далеко сели вообще? Вот так вот получается. Чтобы ийгиликке жетиш үчүн биз алган нерсени кайра бериш керек экенбиз да. Бербей койсок ошондой. Например, почему наше государство бедное? Мы ждем, что наше государство нам кто-то даст, а государство это есть мы. Мамлекетте отурган адамдарыбыз деле бирдей бизде эле адам, эч кандай эмес. Алар дагы бирөөдөн күтүп атат. Алар отуруп алчу. Биз мына государствоны күтөбүз го. Государство жасаш керек дейт. Алар отуруп алып, это Кытайдан акча келсе экен, Америка азыр Россия Путин менен барып сөйлөшкөн ошо менен акча алып алсак экен дейт да. Туурабы? Алар да күтөт да. Если мы не будем ждать никого, ни от кого, и начнем сами делать, потихоньку с подвала начнем, акырындан бир ступенькадан, кичинеден эле 100 сомдон болгон нерсебизден бере башташ керек да. То, что у нас сейчас есть, если у нас денег нету, но у нас есть энергия, у нас есть время. Значит, энергию и время должны пользу давать. Почему, например, Урмат Насыпқұловты білесіз, Адача Нечметовті? Ему дали инвестицию на 300 000 долларов. Мне учуден келіп түрлі беріп қойған жоқ. Он занимался марафонами, он занимался тысячные адамдарды чоғылтып, чурқаттыққан да. И это все дело бесплатно, это дело просто от души и людям чурқаттам да. Из хороших побуждений делал. И вот когда много раз это делал, проделал, отдавал время, энергию отдавал на это, пришли люди и говорят, а давай, он просто дошел до такого уровня доверия, когда ему сказали, давай мы тебе 300 000 долларов дадим, ты откроешь мы тебе инвестируем, ты откроешь там тренажерный зал, да? Понимаете? Это все не так легко. Если вы пришли к какому-то инвестору и говорите, дай мне там 10 000 долларов, я сейчас бизнес открою, и ты сам нифига ничего не стоишь, он тебе не даст. Может быть, туганчик берет, пусть попробует, но гарантия того, что вы обогретесь, это большая
очень большая вероятность. Ошон үчүн все хотят сразу мындай, сразу секирип туруп 10 этажга кирип кеткиси келет да. Ошондой да. Ошон үчүн ар бирөөбүз өзүбүздөн акырынан баштай берели. Я, например, если бы чыгып туруп, если я никогда, например, тост айта албаган жигит болсом, 10 000 адам астынан чыгарып койсо, мен деген ошол жерде, я не знаю, что мне там с тобой случилось в метро. Ошон үчүн все это по нас нарастающее. 40, 20, 40, 50, 100, 200, 300. Сейчас 350 человек нас смотрят в общем. Елестетке по Кыргызстану. И ошондой да. Ал үчүн бериш керекпиз. Эми сейчас я сделаю одну процедуру. Или попозже сделать? Попозже сделаю, ладно. Это анан кылып коелу. Сейчас я вас познакомлю с нашими ребятами с группы наставничества, которые так же, как и вы, кто-то студент болуп, даже школьник балдарыбыз бар, которые просто с малого начали и занимались своим любимым делом и пришли к этому. Азыр мен бирден чыгып коротко мындай айтып берет да. Если вы думаете, что это мындай айтып аткан нерсе бар, фантастика деп ойлоп атсаңар, есть реальные, короче, примеры да. Эми айдай. Нурсулу келип чыгып Переметова. Подожди. Ассаламу алейкум, барыңарга салам. Мен атым Ороз. Азыркы учурда Кыргыз Улуттук агрардык университетинде 3-курсунда окуйбуз, үшөөбүз чогуу биргеликте. Биз ошол 1 жыл мурун, тагыраак айтканда 2018 жылдын апрель айында Уланбайке жолукканбыз. Так бизге 1 жыл болду. Үчөөбүз чогуу биргеликте ушу Уланбайкенин чоң түрткүсү менен, жардамы менен мындайча айтканда өзүбүздүн жолубузду таап кеттик десек болот. Биз эң биринчи ушул жарым жылдык ичинде биз өзүбүздүн күчүбүздү ар тараптан сынап көрдүк. Жана ошо жарым жылдан кийин гана үчөөбүз биргеликте чогулуп, чоң студияны ачканга жетиштик. Ошол студияны ачканга жана келечекке болгон көз карашты өзгөртүүгө жана ошол биздин ачкан студиябызды кандай алдыга туура алып кетүүгө ошо бизди Уланбайке жол көрсөтүп, өзүнүн жардам берип, бизге ошо алдыга түрткөнгө чоң түрткү берди десек болот. Жана ошол 6 ай жана жарым жылдык аралыгында ошо өзүбүз биздин ар тарапта иштеген кесибибизди ошо айдай айтып берсиң. Как начинали, расскажи. Вообще расскажите, просто как начинали, не надо там, да, чоң обобщать. Вот просто, мындай, поступите, чоң ойлону. Саламатсыңар балдар. Биринчиден мен ушул залдын ичинде ушунча элдин астында Уланбайке биздин атыбыздан чоң ыраазычылык билдирем. Кол чаап койсоңуздарга рахматымды айтып атам. Биз негизи ушунчалык ыраазыбыз ушундай адамга, келечектин адамына жолугуп калганыбызга да. Биздин келечегибиз Уланбайке менен бизге бирге болуп атат. Азыр ошондо кыскача айтып берсек, биз өзүбүздүн жолубузду биз нолдон баштаганбыз. Негизи бизнес жөнүндө такыр эле ойлогон эмеспиз да, бизнес ачабыз же биз кандайдыр бир ушундай ишкерлик менен алектенип калабыз депчи. Анан бир күнү бизге ушундай бир тааныш балабыз чакырып калды. Ушундай Улан Саламатов деген байке чогулуп атат депчи, чогултуп атат студенттерди, балдарды. Анан биз ошол группага туш келип калып, ошол жактан биз өзүбүздүн иштерибизди баштадык. Уланбайке бизге келгенде эле эмнеге кызыгасыңар деп сурады да. Анан биз өзүбүз негизги Нурсулу экөөбүз чыгармачыл адамбыз да. Ороз болсо, Ороздуку биринчи Курут Чупс деген өзүнүн идеясы бар болчу. Ошону менен алектенип келаткан, а меники деген жип менен мык менен сүрөт тартчумун да. Изанита деген өзүмдүн жаңы кичинекей ишим бар болчу. Ошону менен алектенип жүргөм. А Нурсулу болсо браслет, корона ушундай жасачың. Андан кийин биз уже чогулуп Уланбайкенин жардамы менен чоң ойгула деди да бизгечи, негизи айтканда. Силер ушинтип кичекейден баштадыңар, эми уже чоң ойгула деп бизди бир оформление кыла турган бир компанияга киргиле, үйрөнгүлө деди. Негизи эле бул бир иш ачарда жана Нурсултан байке да айтып кетти, Уланбайке да айтып кеткен, ошол опыт алыш керек депчи. Биз ошол опыт алыш үчүн бир компанияга киришкенбиз. Алар болсо декор компания болчу.
Биз ошол жактан аябай чоң опыт алып, ошол жактан биз өзүбүздүн жумушубузду баштап кеткенбиз. Кийин октябрь айында биз Уланбайке менен апрель айында таанышканбыз. Ошондон биздин кичинекей иштерибиз бар болчу. Анан уже ошол эле жылдын октябрь айында биз өзүбүздүн чоң ишибизди баштадык десем болот. Азыркы кезекте бизде Viola деген декор студиябыз бар. Биз санап бересиңби? Салам достор, менин атым Нурсулуу, мен 20 жаштамын. Биз үчөөбүз группалашпыз, бир университетте окуйбуз. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле, ушул 20 жашта бир бизнестин ээсибиз. Бул нерсеге жогоруда айтып кеткендей, биздин Санереже Уланбайкебиз абдан чоң түрткү болгондо бизге ошол нерсени ачууда. Биз азыркы учурда Viola декор студиясын үчөөбүз жетектеп келебиз. Ал студияны 1 жылдын ичинде ачтык, тактап айтканда жарым жылдын ичинде. Ал студияны ачууда кандай эмнелер керек болду, эмнеден өттүк, кандай жолдорду басып өттүк, жогоруда айтып кетти. Биз азыркы учурда Бишкекте Менин деген ресторандарды коздоп келебиз, чоң ресторандарды. Биздин минималдуу сумма $100, максималдуу $1000 өйдү. Bir günde. Да, бир күндө. Ошондой бул жумушту негизи эле айтат го, ар бир жумушту ачууда ар кандай кыйынчылыктар болот да. Биз баннерди троллейбустарга салып ташып жүргөн күндөр болду. Биз дагы эле ошону ташып жүрөбүз, бирок мындай ар кандай эме случайлар болот да, но ал ошол кырдаалдардан ар кандай ситуацияга мындай сынып калбай, ошол нерседен өткүлө демекчимин. Биз да буюрса өтүп келатабыз, буюрса мындай чоң бийиктиктер күтүп турат. Ошондуктан ошол биз азыркы учурда эң активдүү иштеп келе жатабыз. Бизден пример алгыла деди, ошол мына биз пример Уланбайкенин арты менен ушундай турабыз. Чоң рахмат. Биз эң негизгиси биз өзүбүздүн сүйгөн иш менен алектенип атабыз. Биз ошол мисалы оформление кылганда биз прям өзүбүздүн ички дүйнөбүздү кошуп, өзүбүздүн сүйүүбүздү кошуп кылабыз да. Ошол эң негизгиси экен. Ооба. Başladı. Başında gelgende мен қалайсың десем билбейсиз. Университет бүткөндөн кийин эмне кыласың десем билбейсиз. Вот университетти бүттүңөр андан дальше эмне десем билбейсиз. Анан көрөбүз эле, анан көрөбүз дейт. Анан айттым, эмнени жакшы көрөсүңөр дедим. Мен Нурсултан айтат, мен браслетти жасаган көрөм дейт. Анда жасап баштагыла дедим. Айдай говорит, я люблю, говорит, стринг арт делать. Я говорю, делайте. Она уже делайте до следующего.